Глава Минтруда Елена Волкова с рабочим визитом посетила Нюрбинский район. В рамках своего визита министр встретилась с получателями социальной поддержки. К примеру, в Нюрбинском районе социальным контрактом по итогам 2020 года заключено всего 46 контрактов. Из них на развитие и ведение личного подсобного хозяйства заключено всего 6 социальных контрактов. На осуществление предпринимательской деятельности 40. В целях преодоления трудной жизненной ситуации всего заключено 123 социальных контракта. У нас направления социальных контрактов расширяются. Например, уже можно будет в рамках социальных контрактов получить помощь на поиск работы. Вот. Вообще, в целом, общий объем средств, направляемых на эти цели, будет увеличен практически в 2 раза. За счет того, что республика привлекла федеральные средства, и общий объем средств составит порядка уже 600 миллионов рублей именно на заключение социальных контрактов. Жительница Нюрбы Айталина Захарова летом прошлого года подала документы на получение социального контракта. В кратчайшие сроки ей одобрили в получении социальной помощи. На средства от помощи государства Айталина открыла свой салон красоты. Я начала свою деятельность при поддержке социального контракта. В июне месяце, мне в мае месяце предоставили такую помощь государственную, чему я очень благодарна. И вот, потом сразу обратилась в центр занятости, и оттуда тоже мне поддержку оказали финансовую. И потом вот открыла свой салон красоты. Социальный контракт позволяет не только улучшить материальное положение, получить поддержку в трудный момент, но и улучшить качество жизни граждан. В данное время в ускоренном порядке в республике совершенствуется сам механизм социальных контрактов. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку на ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район.